Это вечерние новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Более 250 детей заболели коронавирусом в Якутии. Школы принимают все противоэпидемические меры. Робот-дезинфектор якутских инженеров переходит на апробацию в школы. Коронавирус никуда не делся. Как обезопасить себя во время пандемии? Сразу два образовательных центра «Точка роста» открылись в Мирнинском районе. В квитанциях за услуги ЖКХ появилась новая строка содержания несущих конструкций дома. Расскажем про тарифы, можно ли не платить за эту услугу. В память о героях Великой Отечественной войны в Ленске появится сквер старожилов. Начнем выпуск с данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 85 случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Якутске – 47 человек. 9 новых случаев в Мирнинском районе, 7 в Алданском, по 4 в Амгинском и Нюрнгринском районах, по 3 в Верхневилюйском и Алекминском районах. Также по 2 случая заболевания зафиксированы в Мегино-Кангаласском, Ленском и Аймиконском районах, по 1 в Оленёкском и Хангаласском. Все контактные лица выявлены и изолированы. За минувшие сутки от коронавируса в республике скончался 1 человек. Замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина отметила, что в Якутске возросло количество вызовов скорой помощи. В связи с тем, что звонков достаточно много. Так, на одно из учреждений города Якутска вчера поступило порядка 25 тысяч звонков. Эти звонки, естественно, обрабатываются, и период ожидания граждан составляет 30-40 минут до ответа. На сегодня в этом учреждении работает 20 операторов. Так как непосредственно проблема, связанная с тем, что все-таки граждане хотят, чтобы мы непосредственно быстрее оказывали и эту помощь как таковую, поэтому, соответственно, вместе с Мининновациями, Минздравоохранения предложит иные варианты рассмотрения вопроса для того, чтобы убыстрить эту ситуацию. Владимир Путин предложил продлить выплаты медикам на октябрь и указал регионам быть готовыми к любому развитию ситуации. Президент призвал объяснить россиянам опасность коронавируса. Людям надоели всевозможные ограничения, но коронавирус никуда не ушел. Это тихий, но опасный враг, заявил президент на совещании с членами правительства. Владимир Путин призвал всех руководителей аккуратно, но настойчиво объяснять реалии и предлагать необходимые меры защиты от инфекции. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину о выплатах медикам и заявила, что им нужна более справедливая оплата труда. Президент предложил учесть это в будущем. Что это означает? Это означает, что если в течение месяца врач, например, получал 80 тысяч, количество ориентировочно смен составляет приблизительно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. И исходя из вот такой, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом, если врач вырабатывает больше, чем 21 смену, то, соответственно, и осуществляется большая выплата. И мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить на период до 1 января 2021 года. 4 школы в Якутии закрыты на карантин. Коронавирус выявили у более чем 250 детей и 20 сотрудников. Все переведены на дистанционное обучение. Большая часть школ республики работает в очной форме. На дистанционную форму обучения переведены 7% школ региона. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований предпринят целый комплекс мер. Регулярная дезинфекция, обеззараживание воздуха. Школы обеспечивают средствами индивидуальной защиты. За каждым классом закрепили отдельный кабинет. Якутский робот-дезинфектор теперь работает в одной из школ республики. Сейчас модернизированное устройство тестируют на базе Саха-политехнического лицея. Все подробности у Петра Васильева. Инженеры СУФУ модернизировали уже известного в Якутии робота «Ведроид». Теперь он оснащен оборудованием для проведения дезинфекции в помещениях. В течение всего месяца он будет очищать воздух в здании Саха-политехнического лицея. Сама идея к нам пришла после пандемии.
Вот. У нас были роботы-уборщики до этого. Сейчас мы начинаем заниматься уже роботами-дезинфекторами, что, в принципе, сейчас очень рентабельно, очень, так сказать, хайпово даже. Так, по времени у нас заняло, где-то полгода на проектную деятельность, на всякие разные сварочные работы. Продуктивность робота, в отличие от стационарного рециркулятора, заключается в том, что он постоянно перемещается по заданному маршруту. Его создают специалисты, рисуя в специальном приложении на компьютере. Это позволяет двум относительно небольшим рециркуляторам обеззараживать большую территорию. Надеемся и верим, что этот робот нам поможет избежать сезонных инфекционных заболеваний и не допустить нам в помещении лицея коронавирусной инфекции. Дети, конечно, удивляются, спрашивают, что это такое, но объясняем, что это дезинфектор. Итак, в чем же выгодное отличие обновленного робота-дезинфектора? Во-первых, самое главное его отличие заключается в том, что он стал на порядок легче. Его вес составляет всего лишь 42 килограмма. Помимо этого, на конструкцию установили две этих кварцевые лампы закрытого типа. Именно они позволяют осуществлять дезинфекцию воздуха, когда в помещении присутствуют школьники. Также значительно увеличили время работы батареи. Теперь устройство может работать автономно до 4-6 часов. За это время он успевает продезинфицировать до 2000 квадратных метров помещения. Сейчас робот проходит апробацию. В дальнейшем создатели планируют использовать его в других местах массового скопления людей. В здании аэропортов, ЖД вокзалов, торговых и многофункциональных центрах. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. Правительство должно регулировать цены на лекарства от коронавируса. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, правительство не сможет контролировать отпускные цены, если не внесет препарат в перечень жизненно важных. Политик также одобрил идею сделать препарат бесплатным для больных COVID-19. Напомню, ранее Федеральная антимонопольная служба направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на Ари-Плевир. Между тем, все чаще можно встретить людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию в местах массового скопления людей. Медики уверяют, что даже первая волна коронавируса еще не прошла. Многие психологи уверены, что это связано с тем, что люди просто устали бояться, а в последнее время тема коронавируса ушла с первого плана информационного поля. Так ли это на самом деле, разбиралась Полина Долинская. Большинство ограничений в российских регионах сняты. И хотя медики не устают повторять, что коронавирус никуда не делся, а масочный режим никто не снимал, все меньше людей в реальности продолжают носить защитные маски. Это во многом связано с непониманием общества, нужно ли это. Потому что все законы, что предпринимаются на эту тему, они постоянно двигаются. Нужно ли носить маску при соблюдении социальной дистанции? Нужно ли на прогулке? Вот отменили самоизоляцию, и для многих это стало чуть ли не победы над инфекцией. При том, что медики уверяют, что даже первая волна коронавируса еще не позади. Очень много вызовов в связи с сезонной вирусной инфекцией, а также по вопросам COVID-19. В основном они, спрашивают, как сдавать анализы, где сдавать, когда получать результаты анализов, как пройти КТ. И вопросы иногда бывают по госпитализации. Все поступающие вопросы мы передаем, конечно, заместителям главных врачей администрации именно поликлиник города Якутска и заместителям главных врачей по республике Саха-Якутия. Знаете самую простую формулу счастья? Это отнять у человека, что у него было, а потом вернуть обратно. Многим показалось, что им снова дали свободу, а сейчас эта тема снова всплывает. Люди просто устали бояться, а в последнее время тема коронавируса ушла с первого плана информационного поля. Но все это создает условия для дальнейшего распространения COVID-19. Ведь воздушно-капельный путь передачи, и если вы не носите маску, не бережете себя, или если вы вдруг бессимптомный носитель, то вы еще и заражаете вокруг себя людей. Поэтому такая ситуация не очень благоприятная. Многие уверены, что в том же магазине маска совсем не обязательна, если соблюдать дистанцию или если вокруг нет людей. Однако риск остается и немалый. Как предупредила глава Роспотребнадзора, человек, переболевший COVID-19, продолжает выделять вирус в течение довольно длительного времени.
У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней. Заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также она уточнила, что при этом у вирусоносителя может не быть никаких симптомов. На сегодняшний день Россия находится на 106-м месте среди других стран мира по уровню летальности от коронавирусной инфекции и на 40-м месте в мире по уровню заболеваемости, исходя из расчета на 100 тысяч человек. Верите ли вы в эффективность ношения маски в такое непростое время? Нет, особо. Почему вы сами маску носите? Требует поэтому. Для приличия. Это для себя, для психологической безопасности, что я защищен. Потому что требует. Это дурь носить ее на улице. И сама маска, она только собирает микробы, которые по воздуху летают и остаются они с вами. Да, в магазин зайти, там в автобус ехать, маску можно надеть. А здесь, на улице, я на вас с улыбкой смотрю, кто в маске ходит. Роспотребнадзор напоминает о 5 главных правилах защиты от коронавируса и ОРВИ. Правило первое – часто мойте руки с мылом. Чистите, дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Правило второе – соблюдайте расстояние и этикет. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем при чихании или кашле, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метров друг от друга. Правило третье – ведите здоровый образ жизни. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон и физическую активность. Правило четвертое – защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски при посещении мест массового скопления людей, при поездках в общественном транспорте, при уходе за больными ОРВИ, при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Правило пятое – в случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача и соблюдайте постельный режим. Соблюдая эти простые правила, вы не только сможете сохранить здоровье свое и своих родных, но и всей страны. Геологи Алроса исследуют новое кимберлитовое тело неподалеку от Айхала. Новая кимберлитовая трубка находится под озером Мутное в 12 километрах от поселка. Подтвердив алмазоносность кимберлита, геологи приступили к определению его границ, после чего можно будет начать подсчет ресурсов, а затем и запасов. Предполагается, что буровые работы будут завершены во втором квартале, а предварительная оценка прогнозных ресурсов будет подготовлена в течение лета следующего года. Чтобы точнее оценить размеры рудного тела, специалисты Алроса используют методику электротомографии. Уделить особое внимание мерам безопасности на дорогах поручил глава Республики Айсан Николаев. Количество ДТП и раненых сокращается, однако смертность на дорогах республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7%. Айсан Николаев поручил администрации города усилить профилактическую и разъяснительную работу, а правительству и Минтрансу республики усилить контроль за движением межрайонных такси, учитывая сезон гололеда и распутицы. Также глава Якутии отметил необходимость усиления работы по видео и фотофиксации на городских и региональных дорогах. Туристические кластеры «Лена» и развитие полюса холода в Якутии вошли в нацпрограмму развития Дальнего Востока. Проект «Лена» подготовлен и направлен на всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. 18 октября будут подведены итоги и определены победители конкурса. Этот проект включает Бизонарий Усть-Ботума, песчаные дюны Тукуланы, ледник Булус, водопады Курулур, скалы Турукхая. Еще один проект «Аймикон. Полюс холода». Он включает создание арт-галереи, гостевого дома с зимними аттракционами, охотничьей усадьбы, туркомплексов, парка активного отдыха и гостиничного комплекса. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. 2 образовательных центра «Точка роста» открылись в Мирнинском районе. Один в столице Алмазного края на базе политехнического лицея. Второй в Айхале. Центр расположился в здании 23-й школы. В точках роста будут проходить уроки технологии, информатики и ОБЖ. Классы также будут функционировать как общественные пространства для занятий шахматами и робототехникой. Кабинеты оснащены современным оборудованием. Это 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности и квадрокоптеры. В прошлом году в Мирнинском районе подобные центры были открыты в селах Тас-Юрях и Арылах.
такая огромная поддержка для сельских малокомплектных школ. Поэтому вот центр, он не только для школьников, как вот для развития. И в этом центре также занимается взрослое население. Очень таким с удовольствием все приходят. Вот смотрим по результатам, например, участия наших школьников в различных конкурсах и так далее. Вот заметно, конечно, какие-то уже положительные тенденции замечаются. Нерюнгринская ГРЭС готовится к отопительному сезону. В этом году были произведены работы по перекладке магистральных тепловых сетей. Также была заменена тепловая изоляция на участке трубопровода протяженностью более 2 километров. Помимо этого был выполнен капитальный ремонт первого энергоблока. Нам еще предстоит выполнить ремонт котла БКЗ номер 5 и 6 на Чульманской ТЭЦ. Все эти мероприятия позволят успешно пройти поселку Чульман отопительный период. На Нерюнгринской ГРЭС, на водогрейной котельной, также до конца этого года мы завершим средний ремонт котла КВТК номер 5 и успешно пройдем отопительный период. Обращаю внимание, что Нерюнгринская ГРЭС начала отопительный период вовремя, и тепло в дома наших граждан было подано своевременно. Новая строка в квитанциях за услуги ЖКХ содержания несущих конструкций дома вызвала беспокойство жителей многоквартирного дома в Якутске. Иными словами, это геотехнический мониторинг. Тариф на оказание услуг составляет 89 копеек на квадратный метр. В целом, под геотехническим мониторингом подразумевают наблюдение за состоянием грунтов основания. При этом замена температур необходимо производить 2 раза в год в начале и в конце теплого периода. Геотехнический мониторинг, период эксплуатации и строительства здания должен проводиться в обязательном порядке. Зачем нужны расчетные температуры? Это та температура, при которой обеспечивается несущая способность. То есть, если она не обеспечена, то у нас не будет надлежащего сцепления свай с грунтовым основанием. И вышележащие конструкции могут деформироваться. Специалисты предупреждают, часто недобросовестные управляющие компании включают услугу в квитанцию, при этом не выполняя работы по ее указанию. В этом случае необходимо обращаться в управляющие компании за предоставлением отчетных документов по геотехническому мониторингу. При их отсутствии собственник имеет право на перерасчет. Во-первых, вся эта процедура нужна для надежной эксплуатации зданий и сооружений, чтобы у нас дома не ходили, фундаменты не трещали. Вот так вот, для безопасности людей, во-первых же. Несоблюдение этих процедур грозит несвоевременным принятием мер, необходимых для предотвращения вот всяких разрушений конструкций жилых зданий и сооружений. В Ленске появится сквер старожилов возле храма святителя Иннокентия Московского на набережной. С этого места уходили мухтуйцы на фронт в годы Великой Отечественной войны. В 2018 году инициативу по реализации проекта взяла на себя администрация Ленского района. В прошлом году установили самый высокий в Якутии флагшток. А в этом начали благоустраивать территорию. Сегодня старожилы, сотрудники администрации района, представители молодежи и общественники высадили саженцы яблони, рябины и березы. Работы в самом разгаре, завершены они будут летом 2021 года. Муниципальный контракт заключен на сумму чуть менее 24 миллионов рублей с ООО «Приоритет». Бордюр положили, сделали парковку. В этом году еще успеют сделать вторую парковку, ограждения. Вывели, получается, линии электропередач под столбы, под освещение. В этом году, получается, это будут все работы. И оставшиеся работы будут проведены до конца июня. Около 20 дней продолжается автопробег из Питера в Мирный на газовом оборудовании. Колонна транспорта состоит из нескольких легковых автомобилей семейства «Лада», пассажирского автобуса и большегруза. Управляют ими представители «Алроса», «Саханефтегазбыта» и других компаний, заинтересованных в популяризации природного газа в качестве топлива. Где сейчас находится колонна, расскажет Роман Муконин. 1000 километров позади, и сейчас участники автопробега достигли Усть-Кута, где погрузились на баржи и двигаются в Ленск. До этого было много разных встреч, одна из которых прошла в Новосибирске. Там их ждали представители местной власти и телевидения. Всех интересовал вопрос экономичности метана. В разных регионах бензин стоит по-разному. Где-то он стоит 45 рублей, где-то он стоит 50 рублей.
Но, в принципе, мы считаем, что на бензине средняя это 4,5 рубля на 1 километр, на газу, ну, в смешанном цикле это 1,5 рубля. На большегрузах и автобусах экономия в разы выше. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации газомоторного топлива. Она устраивает презентации по всей стране. И благодаря их содействию этой весной власти Сахалина перевели свой транспорт на метан в масштабе всего острова. Низкая цена позволяет сдерживать тарифы на пассажирские перевозки в регионах, что очень важно для социальной стабильности для любого губернатора. И для нашей страны вообще вопрос логистики, да, и составляющей вот этой логистической себестоимости, понятно, что, учитывая наше расстояние, это очень существенный фактор. Поэтому, когда мы в логистике можем снизить затраты на топливо там, на 50-60%, это в целом оказывает очень неплохое влияние на конкурентоспособность промышленной продукции российской. То есть, по сути, косвенно это даже поддержка реального сектора экономики. Вместе с Национальной ассоциацией переводом транспорта на газ занимается группа компаний АТС. Их офисы и специализированные сервисы уже открыты в 23 регионах страны. И очень важно, чтобы правительство республики также посмотрела на опыт других регионов по работе программ субсидирования федеральных, региональных и задумалась о внедрении такой практики в своем регионе. Эта программа – краеугольный камень во всем проекте газификации транспорта в стране. И здесь регион должен оказывать активное содействие. Она позволяет не только ускорить его развитие, но и значительно нарастить мощности инфраструктуры за счет субсидирования строительства газовых заправок. Если в Татарстане оказывается всяческое содействие, то там, соответственно, инфраструктура растет быстрее. В некоторых регионах есть пассивное, скажем так, отношение, ну и, соответственно, там и инфраструктура пассивнее развивается. В Якутии программа субсидирования пока не стартовала. Важно понимать, что с ее началом внедрение газомоторного топлива в регионе может пойти ускоренными темпами и привлечь инвесторов к строительству нужной инфраструктуры. Роман Муконин, Роман Шепелев, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». На этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.